Прогремели масштабные мероприятия, посвященные столетию якутской автономии. Кульминацией юбилейного года стал День Республики, который ежегодно отмечается 27 апреля. Этому дню предшествовал не один год подготовки. Все районы вели планомерную работу, составляли программу мероприятий, шили костюмы, учили слова. Не стал исключением и Хангаласский улус. В этом репортаже расскажем о самых ярких моментах и мероприятиях, прошедших на территории района и посвященных столетию Якутской ССР. В Хангаласском улусе план мероприятий к столетию СССР был утвержден еще в конце 2021 года. В него вошли ряд культурных, спортивных мероприятий, строительство музейных объектов и стел, учреждение новых нагрудных знаков и так далее. В течение всего 2022 года будет проходить масштабный фестиваль «Якутия моя, тебе посвящаю». Участники – все 18 муниципальных образований улуса. Они должны пройти 5 этапов фестиваля. Это по таким направлениям, как хоровое искусство, танцевальное искусство, декоративно-прикладное искусство и театральное, и также видеоролики. Оценивает коллективы муниципальных образований специальное жюри, которое по графику выезжает в населенные пункты и отсматривает на местах подготовленные номера и работы. На сегодняшний день завершены следующие этапы: танцевальный, декоративно-прикладное искусство и хоровое искусство. На последнем этапе фурор произвел Актемский наслег. На сцене сельского клуба «Баргары» сотня местных жителей исполнила отрывок из Олонхо «Нюргун Батур. Стремительный». Столетию нашей Советской Социалистической Республики Саха-Якутия мы придумали, что столетию должно быть 100 человек. И выбор наш пал на произведение нашего выдающегося деятеля и основателя Якутской автономной Советской Социалистической Республики Платона Алексеевича Юнского «Джолурьер Нюргун Батур». Нюргун Батур стремительный. И жители наслега нас поддержали, но сначала было очень трудно, потому что это 100 человек, практически они никогда Олонхо не исполняли. И им было очень сложно. Из Олонхо мы исполняем все хором 34 строки. Это довольно большое произведение получается, да? И сначала все были удивлены и испугались даже. А потом в процессе репетиции все-таки нам получилось это сделать. Как долго готовились? Сколько недель? Ну, готовились мы долго. Вначале мы раздавали всем слова, это уже было в феврале. Подготовили сначала воспитателей дошкольного образования, учителей начальных классов и учителей якутского языка и литературы. Потом всему населению раздали эти слова и потихоньку начали репетицию. Но вначале наизусть им очень трудно было это все выучить, 304 строки. Но я думаю, что у нас получилось. В массовом исполнении Олонхо также принял участие глава Актемского наслега Александр Большаков. Ежегодно в нашем наследии проводится декада Олонхо, которой возглавляет Федора Ивановна, заведующая нашим центром культуры Баргары. И, конечно же, вот в таком большом масштабе, где участвуют исполнители, около свыше 100 исполнителей, это было у нас впервые наследие. Приурочено, конечно, к столетию нашей республики. Итоги первых 3 этапов фестиваля «Якутия моя, тебе посвящаю» должны подвести на Эсэхи Эркени, который, наконец, нынче пройдет очно. Итоги всех этапов будут объявлены к концу 2022 года. Победитель получит ценный денежный приз. К слову, на Эсэхи Эркени в рамках юбилейного года планируют впервые провести международный фестиваль круговых хороводных танцев. Сейчас организаторы ведут переговоры с районами республики и зарубежными странами, такими как Монголия.
В начале апреля в Хангаласском Улусе состоялось уникальное мероприятие – военно-историческая реконструкция гибели Нестора Каландрашвили, одного из красных командиров гражданской войны, и его отряда от рук повстанцев-белобандитов. Произошло это 6 марта 1922 года возле села Техтюр, когда дед Каландрашвили направлялся в город Якутск. Та же засада на отряд Каландрашвили – это как раз одно из тех событий, рубежных таких событий значимых, которые предвещали вот как раз момент образования нашей республики. 22 год он вообще отличается очень большим количеством таких вот событий, в том числе, вот, например, засада на гибель Каландрашвили с отрядом своим, да. Потом летом прошли Техтюрский бой, Никольский. Вот осенью начинается поход сибирской дружины Пепеляева. То есть 22 год он был насыщен очень вот в плане боевых действий именно гражданской войны в Якутии. В исторической реконструкции приняли участие члены республиканского отделения Российского военно-исторического общества, Якутского ДСА, Клуба военно-исторической реконструкции «Красный восход» и сотрудники управления Росгвардии. В этом году мы планируем сделать несколько реконструкций. Это одна из первых. Мы его запланировали уже давно. А в этом году еще будут реконструкции боев в Амгинском районе и также в окрестностях Якутска. Но это у нас первое мероприятие. Накануне Дня Республики в городе Покровске в здании детской школы искусств презентовали книгу «Материнская слава Хангаласского Улуса». В нее вошли данные о многодетных матерях района, которые с 1944 года по 1991 награждались орденами «Медаль материнства» 1 и 2 степеней, «Материнская слава» 1, 2, 3 степеней и «Мать-героиня» за рождение и воспитание 5 и более детей. Также в книгу занесены данные тех многодетных матерей, которые по каким-либо причинам в свое время не удостоились ранее названных наград, хоть и подпадали под критерии. Поисковая работа стартовала в октябре 2020 года. Выпуск книги пришелся аккурат в объявленный в республике Год матери и был посвящен столетию якутской автономии. В сборе материалов работали все библиотекари нашей Хангаласской МЦБС. Составителями являются Варламова Фёкла Романовна и библиографы Центральной районной библиотеки Наумова Альбина Моисеевна, Кельна Зоя Семеновна и Федорова Маргарита Дмитриевна. В книгу вошли более 700 имен матерей, которые родили и воспитали 5 и более детей. Наши телезрители, наверное, в курсе, что детям, родившимся в Якутии в 2022 году, назначается целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей. Его учредил глава республики Айсен Николаев. В Хангаласском Улусе на сегодняшний день целевой капитал назначен 87 семьям. Из этого количества 6 семей уже получили выплаты. 3 семьи направят эти средства на покупку автотранспорта, 2 семьи на ремонт жилья и 1 семья на погашение ипотеки. Первой в Улусе выплату получила Августина Филиппова из села Титары. Ее сын Давид появился на свет 5 января. Малыш стал 4-м ребенком в семье. У него есть еще 2 старших брата и сестра. Августина и ее муж решили направить средства капитала на улучшение жилищных условий, в частности, на благоустройство своего нового частного дома. Августина Филиппова отмечает, что в первую очередь этот капитал очень важен молодым и многодетным семьям и благодарит Илдархана за такой неожиданный денежный подарок.
Мероприятие в рамках столетия СССР в районе продолжится. Впереди Исэх Эркени, подведение итогов фестивалей. Также известно, что в Хангаласском улусе нынче учредят 2 новых нагрудных знака. Знак имени Зои Решетниковой будут вручать заслуженным руководителям учреждений и предприятий. Знак имени Алексея Широких – работникам образования за инициативу и новаторство.